Так, эта палочка у нас одна, в стороне немного. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, что-то вроде бы есть. Натяжка, налим. Налим. Друзья, налим там. Не на первом, на втором, вот он. Ах ты, блин. Всем привет, друзья! 8 декабря. И у нас не то чтобы наступила зима, но по крайней мере сегодня, можно так сказать, по-настоящему зимняя погода. Минус 16 градусов. Давненько не было таких морозов, но мороз вообще не ощущается, потому что нет ветра, во-первых, падает небольшой снежок. И вот такая зима мне очень и очень нравится. И рыбу ловить приятно, комфортно и безопасно, и все такое. Ветра нет, при таком морозе даже руки меньше мерзнут, чем при минус 2, при минус 3 с ветром. Вот. Что у нас изменилось по реке? Да практически ничего. Немножко увеличились забереги, совсем немножко. С краев немножко стягивает. Идет шуга, тоненькая, маленькая шуга, но огромные территории еще на реке открыты. С берега до берега здесь все открытое, как бы по Печоре даже вдоль не проехать, если только там по берегу где-то. Здесь тоже все открыто. В общем, те места, где я планировал рыбалку, еще туда не добраться. И, скорее всего, самое печальное, я так думаю, в этом году, наверное, уже не получится. Потому что, когда еще это замерзнет, и зима кончится. По крайней мере, сезон перволедия, когда есть надежда, что клюнет налим, практически он уже прошел. Но мы не теряем надежды. Где-то еще до середины декабря поклевки возможны. Сегодня только 8. И бывает, что в этот день довольно так были неплохие уловы в прошлом. По крайней мере, в 2018 году я ловил трофейного на 7300, 4600 там были. В общем, будем надеяться, что и сегодня что-нибудь, да, поймаем. Погнали на рыбалочку. Очень много времени уходит на переходы. Вот была бы река замерзшая, мы бы на урагане прямо чух до места бы доехали. И как минимум час бы сэкономили. А так по чепыжнику, по этим кустам, по буреломам, пока пройдешься, блин, употеешь, во-первых, во-вторых, время потеряешь. Ладно, не будем тратить время, погнали. День короткий, зимний. Постараемся сегодня успеть по-светлому. Сегодня пришли немножко пораньше. Так, добрались мы наконец-то до наших палок. Начинаем проверку с глубокого участка. Ну, здесь возле берега-то тоже не глубоко как бы. Ну и посмотрим, насколько сильно замерз лед. О! Да, минус есть минус, тем более 2 дня не проверял. Так что сегодня придется хорошо потрудиться, прежде чем проверить. О, дошли до воды. Сантиметров 10 где-то замерзло. Ну, чтобы не тратить время наше и ваше, будем также, пока силы свежие, по 3 палки отдалбливать, приготовим, потом проверять. Ну а потом уже, когда силы закончатся, по 1 палке будем. А так, как мы видим, минутки 3 на 1 лунку уходить будет. Все, приготовили. Потом вот так вот. Лопатой все это. Это сейчас первую палку так покажу, как примерно это происходит.
и сколько примерно это занимает сил и времени. А потом уже будем проверять. Так, ну давайте уже, если уже все отдолбили и посмотрели, давайте проверим первую палку, что у нас там влетело. Небольшая натяжечка есть. Что-то идет. Язёчек. Язёчек, дружочек. Возле берега на первой палке начало есть. Вот Йенскеден, как бы начало хорошее. И второй малек живой. За 3 дня он, то есть, болтался, и никто его не взял. Двух мальков скоммуниздили. Ну нет, одного скоммуниздили, а один попался. Все. И вот таким макаром проверяем остальные палки. Не, друзья, по 3 палки это что-то слишком энергозатратно. Я вот 2 сейчас, 3 отдолбил, одну, потом 2 употел весь. В общем, будем проверять по 1 палке сегодня. Отдолбили, убрали, проверили. Отдолбили, убрали, проверили. Иначе употеем быстро так. Так, здесь у нас запас живцов, которых мы сейчас закинем вот сюда. Так, ну туда же, если бы что-то и было, наверное, ушло. Крючок пустой. Второй малек целый. И 3-й целый. Ну, как-то неутешительно. За 3 дня только одного живца скоммуниздили, 2 оставили. Получается, даже и язята не очень уже много. Или он не крупный. Но налима нет точно, потому что был бы налим, он бы от таких живчиков не отказался. Тем более вот тут даже ёрш есть. Крючок пустой. Второй пустой вроде. Ну, ёрш пока дышит, пусть плавает. Ну, первая тройка, 1 язь. Не густо пока. Не густо. Так, ну сейчас 2 палочки проверим. Приготовил 2 палки. Согрелся капитально. Так, здесь у нас натяжечка есть. Что-то есть, что-то идет. Это яздек на первом вот таком вот крупном крючке. Кстати, я заметил, если он попадает на такой крючок большой, как правило, он не сходит. А так, с мелких крючков, если за долгое время он, ну, рвет губу, видать, за то, что крючок тонкий, и уходит. А с крупных, толстых крючков, видать, губа не так рвется. Я просто поражаюсь, каким надо быть жадным, чтобы проглотить такой здоровый налимовый крючок. А что уже удивляться? И двойники бывают. О, опять шуга наморозилась. Так, ну а здесь пусто. И живцы даже целые. Так что не так-то уже много язя на Печоре получается. Про налима вообще молчу. Так, еще немножко погрелись, подолбили. Приготовили 2 палочки к проверке. Так, здесь у нас натяжечка есть. На последнем крючке что-то идет язь. Язденький. Красавчик.
Хорошенько попался и дождался. Молодец. Молодец. Ну-ка на второй. Ну где же налим-то? Ждем налима. Ух ты. Опять зашуговала. А, я понял. Как только холодает, начинает в промоинах идти мелкая шуга. Ее забивает под лед. И потом она прилепляется к палкам. Здесь никого не было. Так, еще немножко погрелись. Приготовили 2 палочки к проверке. Отдолбили, почистили. Нету здесь на глубине уже которую проверку ничего. Я бы с радостью поменял место уже, переставил. Ну, блин, пока некогда. Ой, некогда. Некуда. Потому что переносить палки на далекие расстояния это очень муторно, проще новых нарубить. Если бы на урагане можно было, но на урагане пока речи и быть не может. Потому что река еще открыта. О, что-то дергает, что-то. Что-то вот такой вот язенький. Опять попал на первый крючок, он какой здоровый. Янскадан клюнул все-таки. В общем, ези были, видно, что вот крючки пустые, некоторые. Вон, видно, что ези были, но они за 3 дня посрывались. А вот на больших крючках, если попало, то уже попало. Янскадан уже не сходит. Ладно, потом заберем того 4-й язь в копилке нашей сегодняшней. Так, кстати, я заметил, что вода опять немножко прибыла, потому что после того, как выдалбливаю эти палки, они не выпрыгивают, когда вода падает, упершись о дно, а тонут. Это значит, палки приподняло льдом и ничегошеньки здесь нету. Нет, там живец даже есть. 1 живец украли, 2-й есть. Так, крючок не взял. И сейчас, как закон подлости, обязательно будет хороший крупный налим. Ну ладно, если он наш, мы и без крючка его вытащим. Но навряд ли. Навряд ли что-то будет. Нет, что-то даже есть. Есть натяжечка. Ёршик подох. И язёк. И налимчик. Маленький. Правда. Пойдет для живца тут. Вот. Опять же на толстый, крупный крючок попал и дождался. А которые на мелкие крючки, на тонкие, они все посрывались. Ну, потихоньку улов растет, Янскадан. Это отлично. Поехали дальше. Так. Живец. Живчик один попался. Но крупного нет. Был бы крупного, он же его уже бы уничтожил. Так, ну чё?
Здесь у нас что-то натяжечка есть. Походу язёк. Да, это он. Дождался подвязок. Ну, не пусто, уже хорошо. Еще плюс один. Потихоньку наполняем наше корыто. Но очень медленно сегодня улов растет. Медленно. Но растет. Смотрим дальше. Здесь походу тоже пусто. Зашуговала всю палку опять. Ну да. Натяжки нет. Нету. Ёршик подох. Ёрш нужен налиму. Да хрен ему нужен, а не ёрш. Ни хрена ему не нужно. Если есть, он и на малька возьмет. Вон, батя мой всю жизнь на малька рыбачил, без налимов не сидел. Так. Здесь тоже шуга вся, блин. Достала уже. Что есть, что нет? Да, есть. Есть натяжечка. Есть натяжечка. Зря мы, палка, тебя пинали. Вот такой вот подвязочек. Съел малька. Вот. На глубине, оказывается, тоже рыба есть. Так, не знаю, ее живой, не живой, потом разберемся. Пойдем глянем вторую палку. В общем, 3 за раз тяжело. Одна палка вроде бы нормально, но лишний раз мочить руки. Остановился на 2 палках. Вот сколько шуги. 2 палочки самое то. И сильно не устаешь. И руки успевают согреваться, пока долбишь. Что-то дергает небольшое. Хорюзок, что ли? Да? Я тебя уже, дружок, по почерку узнаю. Хорюзина. Вот хорюзишка. Вот такой вот. Вкусняшечка. Ну и отлично. На песочке, в глубине. Вот, говорят, еще хорюз камни любит. Нормально. Вот это мне уже нравится, Энскаден. Красота. Смотрим дальше. Ух ты. Че, попинаем? Может, еще что-нибудь интересное попадет. Ту палку попинали. Клюнуло. Здесь нет. Ёрш на месте. Блин. Как мороз, так и шуга налипает. Открытые места еще есть. Видать, шуга идет под лед, заходит и прилипает к палкам. Так. Здесь что-то есть. Натяжечка такая добренькая. Опа-на, опа-на. Так, я здесь забираем. Тебя, малыш, оставляем. Ты вместо живца пойдешь. О, ну вот. Энскаден дело движется потихонечку. Хороший, добрый язь. Ну хотя бы так, на 2 палки, 1 рыбка, и то уже хорошо. Вон, корыто потихонечку начало наполняться. Нормально все. Все хорошо. Заключительная тройка глубокого участка второго. Отдолбил сразу все 3 палки, приготовил.
Потому что, чтобы проверить и идти на первый участок. Так, что-то леска дергается. Ага, что-то есть. Что-то есть. Налимчик. И язь. Вот это да! Ха-ха-ха! Вот это у меня реакция. Сам в шоке. Ну что, Язентий, а счастье было так близко. Он такой вот килограммовик. Сошел в лунке. Это не в лунке, это целой майне. Поясница болит, спина болит. Ною. Как кошка, получается, бросился. Значит, ты все-таки был мой. И вот такой вот налимчик на грани исчезновения. Обкакался бедолага. Вот, так что жареха у нас уже есть. И вот такой кабан. Хо-хо. Килограммовик я в нагляк начал тянуть. И губа не выдержала за 3 дня. Все расшаталось уже. Все получилось. Янскадан. Я прямо туда его раз. Батя мой рассказывал, что то ли семга, то ли нельма, вот я уже не помню, потому что за всю жизнь ему вот на такой рыбалке 1 раз попадала семга и 1 раз нельма. Он то ли нельму, то ли семгу говорит, тоже темно уже, говорит, было. Или смеркалось. Начал, говорит, тянуть. И также в лунке сходит. Я говорю, о, тут тоже что-то есть. Так, будем готовы. Я здесь, вот так вот сразу лучше. Не будем искушать судьбу больше. Вот. Янскадан, красавец, тоже хорошенький. Так тоже, говорит, вижу, что большая белая рыбина исходит. Я, говорит, раз в лунке, говорит, 2 руками. И все, говорит, смотрю, крючки пустые, рыбы нету. Уже, говорит, расстроился. Голову поворачиваю, говорит, она, говорит, сзади прыгает. Килограмм на 6 или 7. Опа, блин, сердце ёкнуло. Тут же у нас бутылка. Думал, уже что-то рыбина дернула. Так что у меня хоть и не семга, хоть и не нельма, но тоже получилось. О, тут у нас тоже что-то есть. Налимчик раз. И еще что-то есть. Еще язёк. Ну вот красота. Все 3 сработали. Отлично. Что у нас получается? 3 язя здоровяка. Налимчик. Вон тут трава получается. И вон 2-й налимчик. Для живца он не пойдет. А на жареху вместе с тем как раз на сковородочку потянет. Как-то вот так. Отлично. Отличное завершение. Получается, рыба ближе к берегу все-таки лучше. Будет время, с глубины, наверное, сюда ближе к берегу перенесу потом. Но это потом, не сегодня. Сегодня главное успеть проверить. Это остальное все потом уже. Вот так, Янскадан. Красота. Ладно, рыбку потом соберу. Сейчас наживляем. Отпускаем палки и идем. Топаем на первый участок. Так, дотопали мы до 2-го, вернее, до первого участка. Блин. Не почистили еще, уже начали проверять. Вот это я заработался. Обдолбить отдолбил. А почистить не почистил. Так. Ладно. В общем, так вот по 2 луночки сначала отдолбливаю, потом чищу отдолбленную лунку, пока руки сухие. И только потом начинаю проверку.
Потому что если это делать на каждой палке, и лопата будет сырая. Ну, в общем, по 2. А когда сильно не замерзла, по 3 луночки можно проверять. Ну, раньше этот участок кормил язями, потом что-то стало похуже. Посмотрим, что нам даст сегодня. Так, натяжка вроде бы как есть. Куда-то в сторону унесло. Да, язёк. Язёчек. Запутал, уже закружил. Так, не знаю, как записался последний файл. Ну, выключение пошло с задержкой. Я понял, что опять камера начала глючить. На малых зарядах на звук энергии хватает, а на запись видео уже нет. Солнце только село и уже сразу же начало темнеть. Зимний день очень-очень короткий. Я и так с дома выезжаю по темноте еще, чтобы, ну, если позволяет, конечно, если нет делов никаких. Сегодня выходной день. Мелкого в школу не надо везти. И как бы выехал пораньше. А так давным-давно бы уже проверял по темноте. Ну, заканчивать будем точно под фонариком уже. Ну, основную часть все равно успели по светлому еще проверить. Так, здесь у нас что-то есть. Так, это живец. Вот такой вот есть. И вот такой вот второй. Янцкадан. Живца в воду. А это сюда. Этот красавчик. И этого сюда. Вот Янцкадан. Нормально. Так что улов сегодня, я так думаю, у нас будет нормальный. Посмотрим. Время покажет. Последний улов не переплюнул предпоследний. Пока предпоследний самый большой. 16 язей. И там пару налимов вроде было. Так, эта палочка у нас одна. В стороне немного. Сейчас посмотрим, что здесь. Так, что-то вроде бы есть. Натяжка, налим. Налим. Друзья, налим там. Не на первом. На втором, вот он. Ах ты. Блин. Сука! Охренеть! О, как она не перекусила. И вот язь еще. Я еще удивляюсь, натяжка-то не натяжка. Конечно, натяжка. Вон язь какой здоровый. Я-то думал, это налим здоровенный. А это вон какая чушка. Вот Янцкадан, Господ Цкадан. Вот красоточка-то, а. Но тут килограмм 6, не меньше. Ну, пятишка железная. Домой приедем, обязательно взвесим. Как она не перекусила леску. 0,6. Это просто сам Бог послал мне ее. Завтра 9 декабря. Завтра 9 декабря, друзья. 8 лет со дня смерти моей матери. Мамы нет уже с нами 8 лет на этом свете. Обязательно поедем, съездим на кладбище. Поминальный обед будет. И на поминках вот мы будем кушать вот жареную вот эту щучку. Красавицу вот такую. А до этого мы, конечно же, обязательно взвесим. Ну как она леску не перекусила, без поводка, без ничего. Это просто чудо. Помните, я говорил вам, что
8 декабря поймал трофейного налима на 7300. Это тоже было перед 9. Сам Бог посылает нам вот такие трофеи. Пачи Господи помилуй, пачи Господи помилуй, пачи Господи помилуй. Ну как оно, а? Вот давайте сейчас посмотрим эту красоту. Вот так вот. Вот считай. Голова и по самые помидоры. Вот такая вот красота. Я не знаю, камера по-любому не возьмет такую чушку, но килограмм 6, я скажу, точно есть. Обязательно домой приедем, взвесим. Янцика, ну вот тебе и палка на отшибе. Экс. Начинаем проверять самый нижний ряд нашего первого участка. Вот наша зубастая красавица, которую только что мы поймали. Длиною с корыта даже немножко хвост торчит. И озек. Отличный результат. Вот наша открытая полыня была. И как мы видим, ее все припорошило, затянуло. Если снега нет в такой мороз, лед должен окрепнуть. И на следующей рыбалке мы с Пешней аккуратно здесь будем проверять. Если лед будет нормальный, можно будет сюда добавить или переставить палки. Вот здесь вот, видите, да? Я так думаю, минус 16, минус 17 тут должно все замерзнуть. Ну а когда вот это все замерзнет, я не знаю. Вон все открытое. Ладно. Приступаем к проверке, пока еще без фонарика. Но наживлять, наверное, я уже фонарик одену. Так, что-то есть. Походу язёчек. Да, это он. И живец там у нас. Не исключено, что наша щука попала вот именно на маленького налимчика. Почему? Да потому что в 2014 году с Ромкой... Ну куда ты залез, ёшкин кот? Перед Новым годом, 31 декабря, пошли проверять палки. И попала щука даже больше этого. Это если где-то 6, скажем. Та была на 7 килограмм. Трофейная крупная щука была. Фотографии, если найду, сейчас вставлю. Ромка по сравнению с этой щукой вообще тоже было очень-очень приятно. Малосолочкой съели мы ее на новогодние праздники тогда. Кстати, именно с того момента здесь тоже что-то у нас есть. Язёчек. И еще вот этого не стал нырять. Тянул нагляк. Этот язь у нас ушел. Счастье было на его стороне. Ну и бог с ним. Этот шустренький ушел. Мочить у меня и так рука мокрая, замерзла. Не стал уже прыгать в лунку. О, до сих пор еще щука наша шевелится. Красота. Ах, счастья нет предела. Вы не представляете мое настроение сейчас, какое оно. Я готов хоть всю ночь сейчас работать, долбить, убирать, наживлять, мерзнуть. Когда вот такие приятные сюрпризы попадают, это вообще здорово. Так, видимость, наверное, уже нулевая. Ну-ка, вот так лучше. Вот так вот. Я так думаю, немного лучше. Приступаем к дальнейшей проверке наших палок. Опа, что-то есть. Что-то дернуло. Что-то есть. Что-то дернуло. И это что-то вот такой вот язь. Ладно. Погуляй пока здесь, а то с корыта уже выпрыгивают. Так, крючок не взяли мы опять. А крючок-то надо с собой носить. Такие красавицы, если попадут. Хотя
Видели, да? Не с первого, не со второго, где-то с третьего раза, наверное. Я просто удивляюсь, как она еще не перекусила. Ну, крючок был не в заглот, а сбоку, в челюсть. Это и спасло. Так бы леску 0,6 она, конечно же, перекусила. Так. Здесь у нас пусто. На этот раз отдолбил, пока совсем не стемнело, 3 палки. Забыл зарядить фонарик сегодня. Возможно, даже не хватит заряда. Посмотрим, будем надеяться, что хватит. И здесь пусто. Ну ничего страшного. Один язык на 3 палки. Нормально. Текс. Приготовил еще 2 палочки. Только что говорил с Иваном Григорьевичем, звонил. Хвастается уловом. Ну то, что хвастается, говорит. В общем, обратился с просьбой достать нож. Утопил нож в лунку. Вон сколько. Столько где-то, наверное. Палка ушла ниже. В общем, утопил нож в лунку. И спрашивает у меня поисковый магнит. Я говорю, да-да, вечером буду дома. Подходи, у нас натяжечка. Язычек идет. Это не я, это налим. Налим, друзья, налим. От Йенсекадан. Налимчик, красавчик. Как я тебе рад. Все хорошо, все получается. Так. Ладно, потом отцепим. А что потом? Давайте сразу. Пока не замерз. Мороз крепчает. Так, не договорил. В общем, утопить-то он нож утопил. Поисковый магнит я ему дам, он завтра достанет. Ну, в общем, говорит, что хорошо сегодня хариус клевал. Хотел в WhatsApp отправить видео. Если отправит, я, конечно же, поделюсь с вами. Говорит. Вот мой сегодняшний улов, блин. Полтазичка хариуса, но хариус весь такой стандартный, блин. Короче, мелочи выкинул без счету. Ну, только пару штук вот взял, которые проглотили. Ну, что он проглотил, блин. А хапает как бешеный. Просто, только если он есть кинул, еще подо льдом даже. Подо льдом берет, внизу берет, везде берет, блин. Ну, очень хорошо порыбачил. Говорит, уже наловил полный морозильник рыбы. И уже раздает всем родственникам. Но завтра, говорит, еще пойду. Не может остановиться. Получает огромное удовольствие между сменами. Он день работает, сутки. Трое отдыхает. Крючок. И вот пока отдыхает, ходит на рыбалку. Рядом с поселком. И без рыбы не сидит. Смотрите видео, которое он мне 2 или 3 видео отправлял. Так что посмотрите, чем занимается Иван Григорьевич. Вот это мой улов за сегодня. Погода была никудышняя. Для рыбаков хуже нет погоды. Но для рыбы нормально было. Рыба клевала. Вот несколько сишков поймал, жиганы и одного, конечно, хорошенького хариуса поймал. Вот такой день прошел. В 10 поехал, в час дома. Местный рыба. Опа! Тут что-то. Это что, я не понял. Или течением, или что-то дернуло. Нет. Что-то вроде есть. Ну, что-то есть, но не налим. Это язь. Это язечек. Дружочек. Ага. Вот так вот. Нормально. Нормально. Погуляй здесь пока. Потом тебе корыто уберу, а то выпрыгивает. Так что как-то вот так. Иван Григорьевич без рыбалки жить не может. И рыбу он ловит не хуже, а может даже и лучше меня. Не может, а лучше. У него. Он и опытнее. Он и рыбачит больше. Первого льда у нас в этом году не получилось.
Ну, может быть, получится в феврале съездить на лесную речку. Текс. Поехали дальше. Что-то небольшая натяжечка есть. Налимчик. Жаренок. Для живца ты крупноват. А на сковородку самое то. Заглотил. Вот кто скажет, почему не отпускаешь туда-сюда, заглот, как мы видим. Смысла его отпускать нет. А для живца он крупноват. Да и крючок тут маленький. Так что пойдет, дружок, на сковородку. Заглотил по самому не баллон. Так. Не знаю, как поштучно, но по весу улов сегодня у нас максимальный за рыбалку зимнюю. Потому что уже в корыто еле лезет. Конечно, помогла щука наша трофейная. Да и так улов неплохой. А еще у нас верхний ряд первого участка есть. Так, здесь у нас что? Вроде что-то есть. Вроде что-то дергает. Нет? Нет, показалось. Здесь, кажется, течение. Так, ну все. Пошли наверх. Так, у нас закончились живцы. Не хватило насадить последние 2 палки. Так что пришли на верхний ряд за живцами. Ну а так как здесь есть крючок, то мы, конечно же, посмотрим. Возможно, здесь что-то и есть. Не, на этот раз здесь никого. Все, последние живчики. Надо ехать за живцами. Пошла проверка верхнего ряда. Приготовил 2 палочки. Здесь пусто. Нет, что-то есть небольшое. Налимчик, налимчик. У нас даже не одна жареха сегодня, а 2 жарехи будет, походу. Ой-ой-ой-ой, колено, колено, колено. Ах. Повредил и так больное колено. Небольшой. Ну, заглот заглотил. Так что, а для живца он крупный. Так что пойдет на сковородочку. Блин, палочка специальная была. Куда-то делась. Ну, запутал. Ну такой. Грамм на 400-то есть, наверное. И по размерам он подходит вполне. Тут он сантиметров 40 вот. Раз, два. Разрешенный размер 35 сантиметров. Так что по всем параметрам он идет на сковородку. Так. Ну, еще бы трофейного налимчика. Килограмм на 7. 7300 у меня рекорд. Побить бы его сегодня. Как нести-то буду корыто, а? До буксировщика. Раскатал губу, да? Текс. Еще парочка подошла.
палок на проверку. Здесь даже что-то есть. Язёк пока идет. Идет. Пришел. Поболтайся пока здесь. На червячка еще попал. 100-летнего. Я уже 2 или 3 проверки червями не наживляю. А он еще попал на старого червячка, видать. Так, и вторая палка. Ладно, крючок не будем брать. Так, вытащим. Что-то есть. Плотва. Что-то дергает, как хариус. Налим. Налимчик. Килограммовик не меньше. Красота. Ой-ой-ой. Колено. Так что вот такая вот. Привет от лопаты. Да не туда. Вот так. Привет от лопаты. Понравилась лопата. Ой, колено. Так, где ты? Где ты? Заглотил капитально. Ну, сегодня налимчики хоть не крупные, но порадовали. Хоть так и то хорошо. Там килограммовик, здесь полкилошник. Смотришь, и наберем на 2-3 жарехи. Так, ну что, еще пара палок готова. Здесь что-то есть. Опачки. Ха-ха, Янцкаден. Еще налим. Но этот уже больше килограмма, где-то кило 200. По-любому. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, колено собака. Вот. Красота. Так, запутал все. Потом распутаем. Так, ну давай возьмем крючок, а вдруг? Налим шевельнулся. Ну, подморозило. И налим стал активнее. Только где трофейный-то, а? Где крупный налим? Может быть, здесь? Леска вроде бы в стороне. Нет, оказалось. Нет, что-то есть небольшое. Ну, не, это живец. Это живец. Будем надеяться, что на следующей проверке здесь будет трофейный. Этот живец, а тот молодец. Красавец, да? Ну, скоро наша корыта уже будет полная. Но еще ведро уберем, еще влезет. Так. Так, ну что, друзья, снял я проверил я, вернее, последние 3 палки, разложил рыбу, посчитал, и при выключении камера дала задержку, думаю, опять что-то не то, опять очередной глюк. В общем, решил проверить, проверил, так и есть, звук записался, видео нет, так что поменял последнюю батарейку и показываем подведение итогов по новой. Вот, друзья, такая классная картина у нас сегодня. Конечно же, порадовала королевая щука килограмм на 6. Дополнительно будет у нас взвешивание, это уже по приезду домой. 20 язей, 1 хариус и 7 или 8 налимчиков, я уже не помню. В общем, отличный улов. Еле влезло все это корыто, но влезло. И на сегодняшний день это максимальный улов, рекордный улов за зимний период. Пока рекордный. Думаю, если будем стараться, может быть, получится как-нибудь перебить. Но столько я еще не ловил. По крайней мере, в этом сезоне. За день. За
дневной улов, это считаю великолепно. Просто здорово, Янцекадан. Килограмм 20 как минимум, 25, наверное. Одна щука участвует. Все. Друзья, всем спасибо за внимание. Огромное спасибо за поддержку, за просмотр, за комментарии. Не забывайте также про телеграм-канал. Скоро там будет 1000 подписчиков. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. А она будет уже послезавтра. Увидимся. Так, ну вот, наконец-то мы и дома. И, как я вам обещал, будет контрольное взвешивание нашей щуки. Сколько я говорил там? 5-6 килограмм. Ну, вот сейчас вот смотрю. Предположительно, давай возьмем средний. Я скажу 5,5 килограмм. Вот такие вот весы. Электронные по нулям. И где-то вот сюда вот. Где-то вот сюда. Где-то вот сюда и попало у меня на крючок. Сбоку вот так вот попало. И за счет этого она не перекусила. Что-то у страха глаза велики. 5, 6, 3, 730. Ну-ка. 3, 730. Блин, как так? Вроде смотрится большая, здоровая. Ну-ка еще по нолям. 3,730. Не угадал. Блин. А смотрится вроде такая здоровая, но... Ладно. Красотуля. Красота? Красота. 3,730 это тоже хорошо. Весной на весенние продольники где-то такая же, значит, была. Вот. Ну, а теперь все это переработаем. Ребрышки язя, фарш язя. Приезжал Ромка на побывку на денек домой. Отвез и Лене, и себе отвез полуфабрикаты, которые мы приготовили. Так что студенты питаются нашей печорской рыбой. Мы сами питаемся. Завтра отдохнем, а послезавтра опять поедем. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак.